Это «Актуальное интервью». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Нынешней осенью в Якутии установилась теплая погода. Соответственно, в республике удлиняется период межсезонья. Довольно сложная пора транспортных перевозок. Также в центральной части Якутии в связи с благоприятными погодными условиями и гидрогеологической обстановкой на реке Лени отодвигается время завершения навигации. Сегодня мы поговорим о том, как будут организованы пассажирские перевозки в период межсезонья. Гость у нас в студии Анатолий Потапов, первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Саха-Якутия. Анатолий Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте начнем с вопроса, который интересует, я думаю, сейчас всех якутян. Когда планируется закрытие паромной переправы Якутск-Нижний-Бестях? Ну, на сегодня у нас 27 сентября была закрыта арктическая навигация. И хочу отметить, что 9 октября у нас также закрыта навигация по маломерным судам. На сегодня инспекторы ГИМС МЧС Республики Саха-Якутия, они контролируют на водных объектах. И хочу отметить, что по паромным переправам на сегодня у нас 13 паромов работают по направлению Якутск-Нижний Бестях. И из них это 9 паромов, это паромы Якутии, 4 парома Ассоциации строителей АЯМ. Со стороны города Якутска у нас накопители все работают, и со стороны Нижнего Бестяха мы дополнительно еще одну полосу добавили, до 150 машин они принимает вот этот накопитель. И хочу отметить, что по срокам мы должны были закрыть 16 октября, но ввиду с теплой погодой, да, с учетом природно-климатических условий, паромы будут работать до 25 октября, и с 18 они переходят на межсезонный тариф. Получается, что у нас до 25-го будет удорожание по некоторым видам автотранспортных средств. Но по решению перевозчиков, владельцев паромных переправ в целях снижения социальной напряженности, да, у нас ими принято решение о неувеличении по тарифам грузовых автотранспортных средств. Ну вот такая ситуация у нас складывается на крупнейшей нашей переправе Якутск-Нижний Бестях. Как обстоят дела на других крупных реках Якутии, где работают паромные переправы? Какие сроки там? По другим направлениям хочу сказать, по автодороге Колыма у нас до 20-го, там уже шуга появляется, поэтому в этом направлении они готовы работать до 20-го. По автодороге Вилюй тоже пока до 25-го будут они работать, и Якут-Сотинцы тоже до 25-го. Анатолий Константинович, вот вы отметили, 13 паромов будут работать. Какие еще транспортные средства будут задействованы в период так называемого межсезонья? Межсезонье у нас на сегодняшний день катера, у нас скоростные катера работают, по расписанию работают и по мере наполняемости. Хочу отметить, что в межсезонье у нас будут привлечены еще судна на воздушной подушке, и в количестве 26 единиц. Также, смотря по гидрологической обстановке, да, у нас также будут привлечены аэроботы. Это во время шуги и во время ледостава. Также по этим у нас на уровне Министерства транспорта и дорожного хозяйства было проведено совещание с перевозчиками. Это у нас Ленотранс, Леноводсервис, ИП Строев, где перевозчики на сегодня стоимость тарифа составит за одну поездку 2000 рублей. Это с учетом удорожания цен на топливо, а также расходных материалов и на запчасти. Хочу отметить, что в 2006 году было 1000 рублей. На сегодняшний день перевозчики начинают тарифы с 2000 рублей за одну поездку. Но ранее ведь говорилось, что цены останутся на уровне 2016 года. Нет, это вы имеете в виду по паромной переправе. Да, по паромной переправе мы на сегодня тарифы на уровне 2016 года.
И вот то, что я отметил, у нас вот по грузовым автотранспортным средствам до 25-го не будет увеличения. А когда начнутся перевозки по маршруту Жатай-Техтюр? По Жатай-Техтюр, как мы закроем паромную переправу по направлению Якутск-Нижний Бестях, у нас ПАО «Лорб» готовы, будет привлечен ледокол с 2 баржами, и они будут курсировать по направлению Техтюр-Жатай и Жатай-Техтюр. И на сегодня мы буквально на прошлой неделе выезжали по маршруту, осмотрели подъездные пути, и на сегодня ПАО «Лорб» готовится в полную силу вот, по организации Этого маршрута. по этому направлению. Анатолий Константинович, правильно ли я понимаю, что в связи вот с этой теплой погодой и поздним межсезоньем позже откроются и ледовые переправы, вот эти зимники? Да, ага. В этом направлении тоже хочу отметить, что в этом году нынче очень теплая погода, особенно, в прошлом году, да, был уже снег, уже ледостав уже в некоторых местах был, поэтому в этом году у нас по направлению вот Катас-Павловск будет чуть более позднее открытие ледовой переправы. Но на сегодня со стороны ГУКУ управления автомобильных дорог, как заказчика, да, по этому автозимнику, по ледовой переправе, идут подготовительные работы. Сейчас будут переброшены дорожно-строительная техника на остров, чтобы уже вести там работы по отсыпке. Ну и откроется он, скорее всего, для транспорта 10-20 тонн, да? 3,5, от 3 до 5 уже это в зависимости от толщины льда. То есть нужно уже изначально сейчас планировать свои перемещения на ноябрь. У нас оперативный штаб работает при министерстве совместно с Госком ОБЖ и также Министерством обеспечения безопасности, гражданской обороны и обеспечения жизнедеятельности, и также Министерством предпринимательства. И сейчас все вот эти груза по продовольственному, непродовольственному, по топливу, мы должны решить до закрытия паромной переправы. Анатолий Константинович, что такое станция «Намыв»? Хотелось бы узнать подробнее. По станции «Намыв» хочу отметить, что по нашим многочисленным просьбам наших жителей города Якутска из-за шума, да, который у нас идет от наших судна на воздушной подушке, на 202-м было у нас место посадки и высадки пассажиров. На сегодняшний день мы приняли решение о переносе места посадки и высадки пассажиров на 204-й километр. В этом году в рамках подготовительных работ мы за счет перевозчиков мы сейчас обустроили место посадки и высадки пассажиров. Это путем планирование места остановки судна на воздушной подушке и также подъездные пути к этому месту. Вот там будет организован у нас маршрутный автобус, который будет ходить по расписанию. Совместно с городским округом город Якутск, Ленотранс, Леноводсервис, мы выезжали на место, и все это идет по плану у нас. В этом году мы переходное время будет по обустройству станции «Намыв». На сегодняшний день у нас проектно-сметная документация готова для обустройства этой станции «Намыв». Совместно с городским округом город Якутск мы отрабатываем этот вопрос. И на сегодня проектно-сметная документация разработана. Мы получили положительное заключение глав госэкспертизы, и сумма 232 миллиона рублей мы готовы финансировать совместно с городским округом, и в следующем году мы должны вести этот объект. Это полностью будет обустроена станция, полностью асфальтирование, уширение проезжей части, велодорожка, тротуары, уличное освещение будет обустроено.
и, соответственно, подъездный путь к месту причала вот наших суден. То есть он был, вот эта зона высадки и посадки пассажиров была перемещена за 203-й микрорайон, вот там, где какая-то электростанция. Да, да, насколько я это понимаю. объект Якутсэнерго. Да. Да. И вы сказали, будет ходить маршрутный автобус. Он же также будет со всего Курсировать, да. курсировать, собирать со всего курсировать. города пассажиров и Да. довозить до точки. Да. Отличная задумка. А вообще сколько будет задействовано судов на воздушной подушке в этом году? Воздушные судна у нас будут задействованы порядка 26 единиц. Это, как я уже озвучил, это ООО «Ленотранс», «Леноводсервис» и «ИПСтрой», которые будут ходить с 7 утра до 18:00 по мере наполняемости, без расписания. И вот жители города Якутска, гости могут воспользоваться межсезонье вот этим видом транспорта. Ну, соответственно, сколько будет стоить в этом году? Ну, как я озвучил, это будет стоить 2000 рублей. И вот при ухудшении гидрологической ситуации у нас также будет привлечен воздушное судно Ми-8 МТВ, это полярное явление, это во время как раз ледостава, да? И они будут тоже летать с Магана до Нижнего Бестяха. В прошлом году тоже были такие организованы вылеты. В прошлом году был тариф 4500, в этом году 5600 будет. А вот расписание движения, вы сказали о том, что они работают без расписания, то есть это стихийная работа или они по наполняемости? По наполняемости. С 7 до 18 они будут на месте посадки и высадки пассажиров. Вся эта информация будет опубликована вот на официальном сайте Министерства транспорта, городского округа город Якутск и также на телеграм-каналах вот наших ведомств и администрации Мигино-Кангаласского района. Мы все оповещение сделаем в средствах массовой Анатолий информации. Константинович, я думаю, еще один очень важный вопрос вот в текущий период — это обеспечение безопасности населения. Вот как происходит этот процесс, в том числе и для пассажиров судов на воздушной подушке? Ну, прежде всего, это безопасность наших пассажиров, да, на первом месте. Поэтому все те катера и вот, судна на воздушной подушке будут обеспечены жилетами, да, спасательными жилетами, и также будут соблюдать скоростной режим во время вот как раз ледохода, ледостава. Поэтому тоже призвал бы пассажиров соблюдать правила безопасности на водном объекте. Ну и по тому грузу, который вы с собой берете, тоже нужно соблюдать необходимые меры и требования, насколько я понимаю. Да? Да, ну по транспортной безопасности тоже со стороны министерства, также вот Ространснадзора, ГИМС будут тоже обеспечены. Анатолий Константинович, спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Ну, я напомню, это было актуальное интервью. До новых встреч.